На прошлой неделе в интернете появились снимки градусников, показывающих сверхнизкие температуры в Аймиконском районе. О неделе низких температур расскажут наши корреспонденты в Уснере. Аймиконцев морозами не удивить. Но в этом году все так радовались теплой зиме, что резкое похолодание стало неожиданным. На южном Аймиконе было намного холоднее. Минус 63 было, по-моему, по некоторым термометрам. Да, по-разному показывают только термометры. В эти дни каждый житель, имеющий уличный градусник, считал своим долгом выложить в интернет фото с пугающе низким показателем. Однако официальные метеослужбы сказали свое веское слово. Самая минимальная температура была с 25 на 26 января и составляла минус 56,3 градуса по Цельсию. После этого на нас стал оказывать влияние циклон, который образовался над Чукоткой. На этой неделе ожидаются температуры от минус 48 до 52. При резком понижении температуры, как правило, все объекты жизнеобеспечения работают в усиленном режиме. Прошедшую неделю температура наружного воздуха была по району зафиксирована наиболее низкая в этом году. Все наши 15 котельных отработали в графике, в режиме. Значит, по объектам водоснабжения тоже никаких аварий зафиксировано не было. Все оборудование отработало в штатном режиме. Погода вносит свои коррективы и в учебный процесс. В январе этого года в учреждениях образования Аймиконского района объявлено 9 актированных дней. В Тамторской школе их было 3, в школе поселка Артек 4, в 2 школах поселка Уснера 5 актированных дней, самые холодные 21-24 января. В Терюцкой школе было зафиксировано 6 актированных дней, в Чугейской школе 8 актированных дней. Самая низкая температура зарегистрированная на территории муниципального образования Аймикон полюс холода. В селе Орта-Балаган 25 января, самый холодный день января, не учили 127 человек. Это дети с 1 по 11 классы. И все же у природы нет плохой погоды. Сегодня вот выглянуло солнце, небо ясное, еще 2-3 месяца и весна. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера.